Ура! Ура! Я здесь! Ваша замечательная фотография стоит здесь. Вы тоже оценили, да? Как мы уже ранее сказали, духтараки джингаламу хуш омади. Я кумбур шавхар карда будам, ҳамин хел почаҳом наларзида буд. Вообще улыбка шикарная, крупным планом снимите, пожалуйста. Не надо. Ягонта агар марди дустдор бошад мекунад. Еще хотелось бы узнать насчет конкуренции. Есть ли она? Ҳар нафаре чи мард бошад чи зан вақте мегӯяд ки рақиб надорем, я бросаю вызов. Рақибтон ман, яъне рақиби эҷодитон. Дар зиндагӣ ман рақиби ягон кас набудам ва нахоҳам шуд. Новое радио. Добрый вечер, дорогие слушатели Нового радио. В эфире с вами шоу «Девчат». И как я ранее обещала, что я сегодня не буду одна. Со мной будет вести шоу «Девчат» неподражаемая, великолепная и самая лучшая женщина, которую мы когда-либо звали к себе в гости, Мавлона Наджмидиновна, актриса кино и театра. Добро пожаловать. Как вы? Ура! Ура! Я здесь! Наконец-то дождались, что вы здесь. Да. Как вы? Как самочувствие? Вы в курсе, что... Вот. Да. Сразу уже видно, у вас идеальная улыбка. Вообще улыбка шикарная. Крупным планом снимите, пожалуйста, Мавлону Наджмидиновну и всем покажите. Крупным не надо. Ягонта агар марди дустдор бошад мекунад. Не может быть такого. Я после зубного, на самом деле, чуть-чуть тяжеловато, потому что анестезия, это то есть я не чувствую пока, но буду стараться. И я знаю, что у меня все получится. Мы знаем. Ответить на все ваши вопросы, общаться со всеми. В общем, я готова. Все, мы ранее делали пост в Инстаграме о том, что вы у нас сегодня будете в гостях, и вопросов действительно очень много. Все ждали. Кстати, нам не часто везет. Да? К нам не часто приходят актрисы кино и театра. Вот до вас год назад у нас была в гостях Мопа Карьерова, и сегодня вы. И вот я не знаю, вот снизошлись звезды к нам. Вот так-то. Сегодня у нас будет очень классный, я уверена, очень интересный разговор. И мы еще раз благодарим за то, что вы приняли наше приглашение, потому что мы знаем, вот Кандиль, наш программный директор, он говорил о Мавлона, но я не уверена, что она придет, но она там занята, но мы ей позвоним, но мы ей скажем. И на прошлой неделе вы сказали, что у вас пока что не можете, но мы вот сегодня, когда вы сказали, что вы от дантиста, я даже немножко переживала. Кандил сказал, что я не могу. Он сказал, что вы очень заняты. Врет, у меня слова «нет» вообще в лексиконе нет. Вот я слышала то, что Мавлона Наджмидиновна никогда не врет, и она прям рубит правду матку. И сегодня правильно сделали, что сказали этому человеку об этом. Вот поэтому меня не любят многие. Нет, наоборот. Я вот слышала, что многие любят и уважают Мавлону Наджмидиновну за то, что она всегда говорит правду. Хоть и горькую, но правду. Да. За это мы вас и любим. Я такой человек. Как говорят наши предки, до сих пор говорят, он чизеки бохун омадаст, бо джон мира. Вот поэтому фикр мекунам ягон кас мана ислох кардан наметонат. Так и есть, и не нужно. Да. И они не посмеют. Давайте скажем честно. Да. Потом я сама не хочу. Так и есть. У нас очень много вопросов, но начнем, наверное, с поздравлений в ваш адрес. Апи Мавлона, мы знаем, что в 2022 году вы получили награду от Тоджи Сомон за лучшую женскую роль в фильме «Автобус». Да, да. Вот это таджикский Оскар, если я не ошибаюсь, да? Когда этот интервью брали у меня, я так и сказала, что это для меня на самом деле, это даже лучше, выше Оскара. На самом деле. Это вот признание, к которому вы шли? Честно говоря, когда позвали меня, мне абсолютно не сказать, просто сказали, что Апи Мавлона, вы должны быть там. А у меня ответ всегда такой: я в этой жизни, кроме Бога, родителей, своих детей, никому ничего не должны. Не, ападжон боят, но на гуфтанки ягон туфас, ягон джоизахас, намедонистам. Бад вақте ки руи экран номам баромад, вақти расмам дидам, ҳамин қадар дар ҳаяҷон будам ки ҳатто чӣ гуфтанам намедонам, дар ёдам ҳаст ки гуфтам ки вақте ки нигоҳ кунед чӣ гуфтам. гӯё ки ман чандин бор шавҳар карда будам. Гуфтам вақте ки якум бор шавҳар карда будам, ҳамин хел почаҳом наларзида буд.
یعنی این از هیجان بود و وقتی که اینترویو گرفتن من گفتم که این برای من بهتر از اسکار است و خدا کند که اون اسکارم گیرم. Кстати, действительно, на самом деле, неужели было так волнительно? На самом деле я очень волновалась. Вы не представляете, ноги у меня вот так дрожали, сердце вообще отсюда тук-тук-тук-тук-тук-тук, руки, ноги. И это очень и страшно, когда перед своим выходишь, например, что-то ты должна говорить. Люди, которые работают все в сфере искусства. Такой страх был у меня, но потом держала себя в руки. Это неожиданно было, которое я очень благодарна в первую очередь Богу, потом тем людям, особенно директор киностудии Махмад Саид Шогион. Я знаю, что это и его заслуга, и тех ребят, и жюри, которые, например, посмотрели фильмы и выбрали, много фильмов они смотрели и выбрали оттуда. Именно вас. Я думаю, что лучших выбрали, не только меня, там еще Акайсар Логидин, еще много призеров, очень много было. Но огромное спасибо. Вы там играли русскую. У вас рыжие волосы, шляпа. Я сама по себе такая. Всегда, например, у меня, я не знаю, может быть, интернациональное лицо. Когда я была в Казахстане, со мной говорили на казахском. Думали, что я за свою. Когда в Узбекистане на узбекском, но я всегда ответила, что узбекча bilmayman. Вот так-то на казахском то же самое, да? В России, да. Жок, йок. В России, на самом деле, вот в апреле месяце у нас был фестиваль в Балтийском доме, где мы играли «Женитьба Бальзаминова». Я думаю, что ребята смотрели этот спектакль. Я там играю и Матрёну, кухарка, и сестру Анфиса и Раиса. И Раису я играю. А там старушку, а тут такая девица. И на самом деле, после каждого выступления на следующий день сразу обсуждение спектакля. Никто не знал, никто не догадался, что играла таджичка. Они все думали, что я русская. А когда сказали вот Матрёна, а потом перевоплощение, Раиса, мы просто забыли, всегда у нас так, забыли эти, как буклетики свои. Думали, что я русская, а потом сказали, что вот Мавлон Биби, у меня имя полностью Мавлон Биби. Это вот актриса Мавлон Биби, у них глаза вот такие были. Не Мавлона, не Мавлюда, не Майсара, не Нигина, не Фируза, а Мавлон Биби. И у них глаза вот такие были. Я же говорю, интернациональное лицо. А когда вот недавно были в Бадахшане, там думают, что я Памирка. Да. Со мной говорят на бадахшанском. К нам поступили уже вопросы насчет вот фильма «Автобус», который мы обсуждали. Тут наши слушатели спрашивают о том, какую роль играла в этом фильме Апи Мавлона, и можно ли чуть-чуть рассказать о фильме, потому что я о нем слышу впервые. Обидно. Нужно было слушать, потому что фильм действительно получил очень много наград, и фильм, как я знаю, он для Таджикистана был на шестом, потому что и комедия, да. И плюс еще там, если не ошибаюсь, там было связано с магией, что-то еще такое, да, было? Мистика там. Да. В фильме «Автобус», все знают, тем более сколько это показывали, да. И в кинотеатр «Таджикистан», и в самом киностудии «Таджикфильм». Жаль, что наши зрители не ходят. И все, Марвел подавай. Личное мнение, им только все за бесплатно подавать. Но в жизни так не бывает, тем более в нашей жизни. В фильме «Автобус», в фильме «Масакас», من اونجا با نقش زنی روس که چندین سال در تاجیکستان زندگی کرده، یعنی شوهرش هم تاجیک و
از عرف و عادت تاجیک‌ها، یعنی خیلی زیاد آموخته است و زنی که یعنی هم شوخ طبیعت است، خیلی که مردم ما میگویند مرغ دلش زنده است. یعنی هر لحظه و هر وقت، اصلا هر زن فکر میکنم که پیرشوی ندارد. یعنی وقتی میگویند که زن پیر میشود، نه، زن پیرشوی ندارد و در همه حالت، در همه صورت یعنی خدا جوان حس میکند. چگونه که یعنی من مولانا اگر از 50 گذشته باشم فکر میکنم که 18 سالم. Так и есть, вы настолько и выглядите. Иногда я одеваю розовые, на самом деле очень люблю яркие цвета, розовые брючки, розовая кофточка, сумочка, да, все по цвету. Потом прихожу на работу, и все говорят: о, кукла Барби. Я не знаю, это в кавычках они мне говорят, или на самом деле. На самом деле. Это на самом деле, например, больше 50, но здесь Гажда Сола. И вот Наташа, тоже самая героиня, которую я играла в фильме «Автобусы», тоже она такая, она похожая на меня. На самом деле, то, что там происходит, это в жизни, можно сказать, что я сама такая. Иногда бывает, что ору на человека, если он не прав, вот объясняю, не понимает, потом буду орать, буду кричать, буду доказать, что я права, что вот это белое, а вот это черное. И вот Наташа то же самое. Наташа همین خیلی من برین، من خودی ناتاشا برین و همشون یعنی یک راه دارند. طریق اتوبوس سوار میشن که همه حادثه در اتوبوس رخ میدهد و داخل اتوبوس اینقدر مثلا بوی غلیظ دارد، اینقدر کاندوکتور یعنی کاندوکتوری به تربیت دارد که منظر اینقدر خوب بازی کرده است. اصلا همه هنرمندان خیلی خوب بازی کردند و حتی فیلم اتوبوس دیده باشید، اونجا میخوان که بوز هست، مرغ هست، پیاز و کارتوشکا، همه چیز هست. اصلا اتوبوس برای ما هنرمندان یعنی در مجموع نواربرداری فیلم وا بود. درون می در آمدیم، بو زیر میکرد، نفس گرفته نمیتوانستی، ولی آدمیزاد همین است، اویسته اویسته به همه چی مطابق میشوی، به همه چی عادت میکنی و ما نیز عادت کردیم و همون بوی اتوبوس هم یکی از چی میگن، یکی сыграла ключевую роль, да? یکی از همون کلیدهای فیلم بود. Запах передавался. Да, و انتخاب هنرمندا، کمانده کوری خیلی بچه‌ها خوب بودن که در همون لحظه حتی من میخواستم که ترک تئاتر کنم، گرچه اینقدر من تئاتر را دوست می‌دارم. Там просто ребята, творческая группа, просто суперская была. Вот поэтому не хотелось расставаться с ними. Но в жизни бывает, что иногда... Свои планы, как говорится. Но у вас такое было... если я не ошибаюсь, вы изначально хотели поступить в медицинский? Да. Два раза подавали документы. Да. Как произошло так, что вы, когда решили, в какой момент вы решили, что нет, я поступлю именно в театр искусств, вы поступили в театр искусств имени Междотурсуда, если я не ошибаюсь? Да? Институт искусства, да. Институт искусства. Но это когда я в школе училась, всегда тогда приходила комиссия. Потому что в Кишлаках как было, девочек не разрешали, чтобы они учились. Ну так наша семья переехала с города в Кишлак, у них мышление другое было. И они изначально хотели, чтобы мы все учились. Я хотела быть врачом, потому что, когда маленькая была, я всегда видела, что маме плохо, иногда в обморок. Я не понимала, что это. Потом, когда выросла, потом я поняла, что это связано, по женской части. И тогда, да, я хотела стать врачом. Врачом и сразу, если не стану врачом, тогда актрисой. Потому что, наверное, буду давать какие-нибудь роли, где я буду играть там врача или медсестру, хотя бы или санитарку. И так получилось. 2 раза поступила. 1 раз поступила в мединститут. Сначала после 8 класса медколледж.
с мандата провалилась. Мединститут со 2-го экзамена провалилась. Пошла работать санитаркой, работала санитаркой, чтобы мне справку дали, чтобы хотя бы поступить. Прошла хотя бы, если на 4 или на 3 сдам экзамены, через эту справку я могла пройти мандат. Ну, а потом вот эти наши события. Но до Института искусства я закончила коммутаторщица, тогда училище связи. Пошла на машинистку, училась, работала некоторое время. На телефонистку закончила, главпочту, сейчас нету. Главпочта там работала, там коммутаторщицей. Вы на месте вообще не сидели, нет, как мы понимаем, да? Нет. И уборщицей работала, дворником работал. Папа где работал, мы там работали. Или уборщицей, или дворником, везде. И поэтому для меня, если какие-то роли дадут, не страшны на самом деле. Или уборщицей играть, или не знаю, там кого-то еще-то, без проблем. Ну, до Института искусства я закончила машинистку, потом сдала на права, тоже окончила. Потом работала Институт геологии, Институт химии, Академия наук, главпочта. Везде, по чуть-чуть. Ну, вижу, что но это не в итоге моё. Пришли к этому. Да, в 89-м я 10 класс закончила, тогда до 10 класса было, 10 класс закончила, в 95 году я сдала экзамены в Институт искусства, и, слава богу, прошла, училась под руководством великого режиссера, великого гения таджикского искусства Фарука Касымова. Вы с ним даже работали в Ахаруне? Да, работала в Ахаруне. И поэтому никакие театры, если куда-то... Это для нас, для студентов, высший пилотаж, как еще высшее еще образование, вот работа в театре Ахарун, работа в театре Ахарун. А после этого не страшны, какие театры позовут работать. Даже если за рубежом, я знаю, что у меня там есть багаж, этот опыт, да. Опыт есть. Худобахша гапи куфр гап намезанам, но ҳар чизе ки аз уҳдаш мебарам, ҳамонам гап мезанам. Кстати, нам написала девушка по имени Мафтуна. Пишет: привет, дорогие слушатели. Очень рада и люблю вас и слушаю. Апи Мавлона прекрасная актриса. Люблю ее с детства. Тоже хочу быть актрисой. Что можете посоветовать молодым актрисам, которые только начинают этот путь? Чӣ маслиҳат доданиам? Аслан бисёр вақт мегӯянд ки барои ҳунарманд шудан хондан лозим нест ё донистан лозим нест, аммо хондану донистан ҳеҷ вақт ба касе зарар нарасондааст. Ва пеш аз ҳама яъне одам нотарс бошад, аз ягон чиз ҳарос надошта бошад, на аз хондан, на аз саҳна, на аз тамошобин. То ба имрӯз ҳунармандоне ҳастанд ки аз тамошобин бо забони русҳо зажим, яъне маҳкам медоранд худашона. ҳамин зажима бояд гум кунанд ва ҳеҷ вақт дурӯғ не, барои ки ҳунарманд кист, ҳунарманд чӣ кор мекунад? Ҳунарманд ҳар он чизе ки дар зиндагӣ аст, ҳамуна камак как чиқале ки хонаи рангубор мекунем, девола рангубор мекунем, хонаи оро медиҳем. Касби ҳунармандиам ҳамин аст ки камак как ҳамун чизе ки дар зиндагӣ аст, камак как ранг мезанем ва пешкаши тамошобин мекунем. Ва хоҳари азиз Мафтунаҷон, агар майл хоҳиши ҳунарпеша шудан дошта бошед, ҳуҷҷатотона яъне то 15 август сар мешавад, метавонанд ки супоранд. Ва агар ҳар кӯмаке аз ман лозим бошад, ман омодаам ки кӯмак расонам ба ҳар нафаре ки мехоҳад ҳунарпеша шудан.
метавонам кӯмак расонам. Яъне нозукиёи худаша дорад. Ин нозукиёа фақат бо сухан гуфта намешавад, яъне фаҳмондан дар кор, ҳама он амалҳои фаҳмондан дар кор. Поэтому, дорогая Мафтуна, если вы хотите стать актрисой, я буду рада помочь вам, потому что на самом деле говорят, вот актерский труд, это очень благородная профессия, но неблагодарная. Всегда так говорят. Но с одной стороны я не согласна с этим. Почему? Потому что у меня 3 детей. Я осталась, когда вот младшей дочке вот, ну, где-то было, не знаю, несколько часов. Я родила, и муж уехал на заработки, и так получилось, но жизнь такая, по ситуациям, жизненным ситуациям, он остался там и не вернулся. И амин нони хунарманди, яъне 3 фарзанди мана ба воя расон. Вот. Я думаю, что такое чудо может произойти только на шоу «Девчат», где Апи Мавлона Наджмеддиновна говорит нашей слушательнице о том, что я себе помогу. Вот настолько все. Вот можно перевернуть чуть-чуть время назад. Я вот в детстве, если честно, очень хотела быть актрисой. Очень сильно мне эта любовь передалась от моей мамы. Она вот всегда мечтала сама, но ее выдали замуж. А у меня папа военный, и она всю жизнь, когда вот советское время, муж военный, она за ним, вот они жили в Чехословакии, они жили на Украине, они жили в России. Она говорит, у меня всегда была эта мечта, и я вот помню в детстве такая... тоже хочу воплотить эту мечту. Потом, когда смотрела на все это со стороны, такая, боже, вот столько эмоций, спектр эмоций, которые выдают, вот это без стеснений, когда ты ходишь в театр, смотришь, я такая, о, я там так не смогу. Вот эти действительно зажимы, неловкость и вот... Солнце мое, это просто глаза боятся. Да? Да. А если человек любит, если стремится к чему-то, получится, все получится. Я-то вначале, когда тоже вот тогда, когда я поступала, я думала, вот тогда Гарибшо компания очень известная, это был, да, ребята. Я думала, что сразу вот как Гарибшо компания, телевизор и звездой стану. Нет, оказывается, надо было работать. Да, 10 лет я работала в Ахаруне. Потом, когда пригласили в Маяковский театр, из-за того, что на самом деле я это никогда не скрываю, и никогда мне это не стыдно, да, знать языки каждый человек, я думаю, что обязан или должен, может быть, неправильно сказала я, но я, живя в Таджикистане, живу в Таджикистане, родилась, я знаю свой родной язык. Я из-за незнания русского языка 2 года ждали меня в Маяковский театр. У меня страх был. Потом лично сам директор, тогдашний директор Мирзой Сухроб Кашкаревич, позвонил, тогда были домашние эти телефоны. Позвонил, сказал, что просто приходите, поговорим. И однокурсник мой, Хуршет Мустафоев, который сейчас главный режиссер этого театра, Сухроб Джанджолов, однокурсник мой, работали там. Пришла к директору, и я говорю, Акай Сухроб, вы знаете, говорю, чала-пала на русском. Я говорю, вы знаете, я не знаю русский язык. Да, в жизни я разговариваю, я не знаю мужской, женский род, какие падежи там, я не знаю, потому что я не училась, да, в неделю 2 раза просто урок русского языка. А так в Кишлаке родилась, выросла, то, что там положено, я все это проходила и учила. Говорит, это все от тебя зависит, Мавлона, если будешь стараться. И потом на самом деле, потом я, когда уже стала работать, слышу разговоры за спиной. У меня очень такой характер. Если что-то говорю, я сразу в лоб. Гайбат, тайбат, айкафою, аспас ягон гапни. И слышу, что там потом доносят до меня, Мавлона, вот это вот так сказал, вот это вот так сказал. Я тогда злилась, и потом, когда одна где-то сидела, думала, на самом деле, а что? Да, не, они за правы. Спиной? Потому что, например,
когда я работала, этот спектакль «Рядовые», такая рыжая, беленькая, зелененькие глаза, ну, тогда еще молодая была, выходила, и там у меня с одуванчиком героя, вот это, как это, не имя, а прозвище, одуванчик. У меня там эта фраза: «Шоколад будешь?» А у меня выходила как «Шоколад будешь?» И потом там сидели наши девчата, наши актрисы, и кто-то их незнакомый. И потом сказали, что ой, такая красивая, она на русскую похожа, лучше бы она не открывала рот. И потом вот это мне сказали, я упорно стала над собой работать. Да, в жизни, может быть, я неправильно говорю на русском. И я не обязана знать. Так и есть, да, но вы прекрасно владеете. Но в театре я вот порву себя на кусочки, чтобы лучше других было. Я уверена, что если бы к вам обратился Кристофер Нолан со словами «давай сыграй жену Оппенгеймера в новом фильме, тебе нужно всего лишь выучить английский», я уверена, вы тогда бы выучили английский. Не, на самом деле так и есть. У нас был спектакль со французами, проект, я выучила, когда пригласили меня в 2012 году в Узбекистан, тоже проект, как это, Средняя Азия и Великобритания. С Таджикистана пригласили меня, так как смотрели спектакль «Рустам и Супруга», я играла там Тахмину. И потом текст там у меня в основном на русском, потом на таджикском, фразы на узбекском и на английском. Мне, если упорно этот... Вот я бадахшанский, тоже мне шугнанский текст дали. Кастинг был «Пастбище богов», совместно это Таджикистан и Россия фильм. Кастинг был, дали, когда приглашали на кастинг. Но так как кастинг проходил в нашем театре, я тоже там была, и дали мне текст, и режиссер Анар Аббасов говорит: до понедельника вы можете выучить? Я говорю: нет, завтра приду. И у него глаза вот такие: как это? Это же сказали, что вы не померка. Я говорю: да, не померка, но учить текст для меня несложно. На следующий день, в тот же день я, когда пришла домой, заболела, температура высокая, позвонила, я говорю: завтра я не могу. Потом думаю: нет, наверное, они подумают, я еще о них думаю, наверное, они подумают, что она испугалась или не выучила текст, поэтому говорит, что я заболела. Видео сняла, вместо партнера паузы держала и говорила свой текст. И отправила. Настолько. И потом, во-первых, Худуджон, во-вторых, судьба, а в-третьих, этот режиссер, который выбрал меня, там только 2 смены были, 2 дня съемочных дней. Поехала, отработала, отдыхала, деньги заработала и приехала. И заодно и выучили новый язык, как говорится. Да. Вот такие чудеса творит Апи Мавлона. Я вот хотела узнать, как вы видите, ваша замечательная фотография стоит здесь. Вы тоже оценили, да? Как мы уже ранее сказали, Духтараки Джингаламу Хушамади. Вот мы искали вас в Инстаграме. Как вы относитесь к социальным сетям? Почему вас нет? Не знаю. Я просто еле-еле разбираюсь с этим Фейсбуком. Ну, нам сказали, что вы очень активны на Фейсбуке, но вас нет в Инстаграме. Вот каждый раз Хуршед меня ругает: Мавлона, давай. Я говорю: Инстаграм, я не знаю, вы каждый раз говорите, надо какие-то видео, каждый день что-то туда, Я говорю: у меня нету. Иногда бывает, что я дома полы мою, это все надо снимать и туда, Инстаграм. Почему бы и нет? Если честно, я не подумала. Наверное, надо мне... Надо. Мы вот сейчас сядем со всей нашей командой Нового радио, откроем Апи Мавлони Наджмиддиновны Инстаграм. Мы надеемся...
Мы уверены, что у вас будет подписчиков намного больше, чем у Криштиану Роналду. Мы вот уверены, да? Мы об этом же говорили. Вот. Похлопаем, мы уверены, что так и будет. Честно, я боюсь, что Инстаграм сломается. Не будет, да, вот поэтому. Думаю, мало будет. Потом говорю, да, Мурчик, что да? Нет, вы наоборот, я вот считаю, что это классно, чтобы вы открыли, чтобы писали вам там, чтобы вот делились опытом, вот эта доступность к вам, это наоборот классно. Мы вот думали такие, как это нет, у всех есть. Я понимала, он такая вроде бы не закрытый человек, вроде бы общительная, совсем открытая. Но при этом почему-то Абималона такая, я скрываюсь. Оказывается, Абималона просто не хочет выставлять, как она моет полы, а нам очень интересно. Я скромная. Скромная девочка. Мы уверены, что так и есть. Вот еще хотелось бы узнать насчет конкуренции. Есть ли она в театре, в кино? Конечно, есть. Здоровая ли конкуренция? Здоровая. Разве? Да. Вы, вот здесь, я не верю, как говорят у вас, да, в кино, в театре, не верю, серьезно. Если честно, если конкуренции не будет, я думаю, что творческий человек не может дальше идти. Но, если честно, недавно был такой разговор, даже спор. И потом я этим ребятам и этим девчатам сказала, что я... Это были не мы, кстати, да? Это другие девчата. Не-не-не. Как это? Сфера да, из мира кино и театра. Да, и потом я сказала, бас не люблю. Ругаться с кем-то, портить отношения не люблю. Вот сцена. Давайте. Доказывайте. Да, давайте возьмем один материал. Даже мужикам сказала. Я говорю, кстати, я играла мужскую роль. Да, мы знаем Дениса. Да, Денис, по рассказам Чехова. Да. И мне не страшно даже соревноваться с мужиками. И на самом деле это не мои слова. И потом, пока мы выпустили этот спектакль, пока я играла, до того момента, как выйти на сцену и играть, как говорят, хуни-джигар сюда. И плоть, да, это где-то она скручивает табак. Полностью я отработала это все. До мелочей, чтобы не отличаться от мужиков. Поэтому, когда вот такой этот сбор был, короче, я сказала, девчата, ребята, давайте сахна, куваузму, и миклим дар сахна. Агар ягон тад барубари ман шидет, ман дасма булу кардай сахна. Майдонас далерас, как говорится, да? Да, барой хамин... اگر هر نفری که مثلا رقابت ایجادی کردن داشته باشد و شاید فکر کند که رقیب ندارد برای خود همون رقیبی با قوتش منه. Вот так-то. Хлопаем Абималоне за эти прекрасные слова. Действительно, это от души было сказано. Действительно, мы считаем, что конкуренция, это вот, знаете, такой классный толчок всему, потому что если нет конкуренции, нет развития. Да. Что еще делать, когда ты считаешь, что ты мастодонт в этой сфере? Но классно, что вы еще и говорите. Еще одно хочу сказать, что, уважаемые зрители, как это, мухлисой мухтарам, Норманду и Азиз, ин сухано барой, это и не оправдание, сейчас то, что я буду говорить. یعنی این من گفتنی مولانا نیست. یعنی هستن نفرایی که میگن که رقیب نداره. هر نفری چی مرد باشه چی زن وقتی میگه که رقیب نداریم я бросаю вызов рақибтон ман, яъне рақиби эҷодитон. Дар зиндагӣ ман рақиби ягон кас набудам ва нахоҳам шуд. Еще раз благодарю вас за то, что вы пришли. Этот час прошел очень быстро, и время подходит к концу. Я не могу в это поверить. Представляете? Вот видите? Вот так-то. Час прошел действительно очень быстро. Столько всего не успели поговорить, столько вопросов остались без ответа, но
и Инстаграм открывает Апи Малона, и мы туда перекидываем все вопросы. Ребята. Да, все, на все вопросы ответят. Пару пожеланий нашим слушателям, которые этот час были с нами. Самое главное всем нашим слушателям, те, которые нас видят, смотрят, батамоми мухлисо, батамоми мардуми азиз, батамоми юр дусто, батамоми хамкоро, батамоми дусторо, батамоми мардхо, хонумхо, ба қандилу ба ризо дар квадрат ба додаре ширину аса ба хоҳари нозанин солнце мое офтобак. Да, вы на самом деле как солнышко прекрасное. Спасибо. Желаю вам всем в первую очередь здоровья. Когда не будет здоровья, ничего человеку не нужно, потому что я сама через это проходила. Поэтому здоровье, здоровье, здоровье и мир вашему дому. Люблю Спасибо вас. большое. Спасибо большое. Мы любим вас. Спасибо большое, что пришли. Это, по-моему, самый прекрасно душевный разговор. Это было шоу «Девчат» на волне 95,5 FM. И ваша ведущая Хубон была с вами. И, можно сказать, украсила этот эфир Нигини Сахнай Тоджик. Говорю это на таджикском, Апи Малона Наджмединовна. Вернемся через неделю. Ждите нас. Новое радио.